Добрый день, дорогие зрители! Тема нашего сегодняшнего интервью – это гендерный баланс. Школа играет большую роль в формировании мировоззрения ребенка и ценностей, которые он получает. И очень важно, чтобы в учебниках ребенок получал не только качественную информацию, но и ценности, которые помогут ему сформироваться как цельная личность и в будущем во взрослой жизни избежать гендерных стереотипов. И о роли учебников в формировании гендерных представлений ребенка мы будем говорить с гендерным специалистом Татьяной Алексеевной Матохиной. Воспитание ребенка. Спасибо большое. Хороший, очень интересный вопрос, я бы сказала. Наверное, точнее сказать, какова роль равенства возможностей у нас, у женщин, у мужчин в этой жизни. Поэтому, вы знаете, я как специалист была задействована в подготовке материала для дошкольников. И ездила в детские сады, чтобы посмотреть, как детки играют, как пространство распределено. И обратила внимание, что интересно, есть зоны специально для девочек отдельно, и есть зоны специально для мальчиков. Например, мальчики играют только в машинки и катают. А девочки — это обязательно дом, это обязательно уборка, это обязательно коляска. И когда мы попросили, чтобы дети вместе поиграли, девочки, в принципе, не стали сопротивляться, с машинками как-то взяли вот эту роль, стали играть, что ездят, там куклы. Мальчики наотрез отказались взять коляску. Мы стали у них спрашивать: а сестренки есть? А вы катаетесь с сестренками? Они отрицают, вы понимаете? Нет. И тогда возникает вопрос: а как же взрослые мужчины, как же юноши будут воспринимать положительно помощь, поддержку маленьких девочек? Вот даже сейчас мы среди взрослого населения мы говорим: ой, у меня такой хороший муж, он мне помогает воспитывать детей. Что значит помогает? Хотя это его работа тоже. Это наша родительская ответственность и обязанность разделять и быть равными. И это здорово, когда мы воспитываем вместе. Вот из таких примеров, мне кажется, вот и заключается ответ вот на ваш вопрос, что о формировании понимания равенства нужно чем раньше, скажем так, тем лучше. Именно поэтому государство обратило внимание на то, как происходит формирование, как становятся ценности равенства в нашем государстве. Поэтому, что первое? Это инструмент, это учебник, да? Он лежит на парте каждого ребенка. И если у каждого ребенка, когда он открывает учебник, и он там видит возможности, что и девочка может быть водителем, и мальчик может быть музыкантом, и любая профессия – это выбор тебя как личности, вот это самое главное, то тогда это формирует равенство. Тогда ты спокойно относишься к жизненным ситуациям, когда ты выбираешь, что тебе нравится. Был разработан очень хороший инструмент, это называется методология антидискриминационной и гендерной экспертизы именно учебно-методического комплекса, и мы гордимся, что именно это пособие было разработано нашими национальными экспертами. В эту команду входили юристы, психологи, педагоги. И были разработаны 9 критериев, по которым оценивались учебники. Но мы выбрали определенную сферу – это учебники социальной и гуманитарной сферы. Почему именно это? Потому что именно учебники истории, человека и общества, учебники литературы, учебники языка, они транслируют в большей степени те ценности, которые мы хотим видеть в молодых людях. Нам выпала работа посмотреть 40 учебников. Мы смотрели учебники с крымским, с русским, с узбекским и таджикским языками. И
были поражены тем, что ни один учебник тогда не получил оценку А. Была разработана система оценивания. А полностью соответствует, Б соответствует с замечаниями, и С исключить из учебного процесса. И вы представляете, ни один тогда учебник, он не прошел экспертизу сразу на оценку А. Потому что мы увидели, что в учебниках истории описание идет, например, сплошь войны. Войны, в которых участвуют, естественно, кто? Мужчины. И такое впечатление, что в средние века мы не жили, мы только воевали. То есть как будто бы у нас не было культуры, как будто бы у нас не было развития, как будто бы у нас не было ремесел, как будто бы у нас не было мира. То есть как будто у нас не было взаимодействия между мужчинами и женщинами. То есть 10% из нашей жизни, которой мы живем, там только 10%. К сожалению, дело в том, что учебники даже были выпущены. И поэтому это огромные деньги, и они уже затрачены, а учебники на руках. И тогда Министерство образования был поставлен вопрос, то есть было доведено до Министерства образования вот такие результаты. И тогда был разработан, опять-таки, дополнительный проект, и что нужно работать с учителями. Как работать с этими учебниками? Появилась в этом необходимость. В 2018 году это уже вышел сайт. Мы выпустили вот такой информационный ресурс, который так и называется «Гендерное равенство и недискриминация в школьном образовании». Он находится в открытом доступе, и первый модуль, он рассчитан на учителей всех абсолютно, без исключения, которые бы могли увидеть те проблемы, которые существуют сегодня в мире. И как правильно нужно сейчас говорить о равенстве. Второй модуль, он рассчитан четко на учителей социальной сферы, где мы представляли результаты вот нашего анализа по гендерному равенству и недискриминации. Писали о этих проблемах и писали о том, как прописаны, и рекомендовали, что с этим делать. И знаете, очень интересно, что в этом сайте, на этой платформе есть результаты анкетирования даже детей. То есть мало того, что мы обучали учителей, мы потом давали им возможность с новыми техниками, с новыми приемами пойти в школы и начать работать с ребятами. Вот на улице вот даже спросить у людей, что такое гендер, они сразу отталкиваются. Они думают, что это, особенно мужчины, что это мы их отталкиваем. Вот мы женщины, вот мы феминистки, которые борются. То есть это неправильное восприятие. Мы говорим о равенстве возможностей, о равенстве выбора своего будущего согласно своим интересам, согласно своим потребностям. Да, мы защищаем женщин, и это правильно. Но сколько мужчин от этого страдает? Ведь у нас очень много мужчин, которые точно так же болеют, точно так же с инвалидностью. А представляете, на них вот этот груз ответственности, что он это все обязан делать. И поэтому это неправильно. Женщина на мужчину тоже должна смотреть как на равного человека, который может заболеть, у которого может потерять работу. Система образования, она и должна быть консервативной в том плане, что это фундамент, да? А фундамент он должен быть прочным и крепким. Другое дело, что система, несмотря на свою вот такую фундаментальность, она должна иметь эволюционное развитие. Да? И поэтому она не должна быть, она не должна ограничивать развитие. И в этом плане я хочу сказать, что на сегодняшний день Министерство образования наше нельзя считать консервативным, потому что
по опыту вот с 2016 года, когда пришли с методологией для того, чтобы обсудить эти вопросы, Министерство образования приложило все усилия для того, чтобы круглые столы организовать. В первую очередь были организован круглый стол и даже мини-тренинги для самих работников Министерства образования, потому что в министерстве, когда будет меняться образование, когда специалисты Министерства образования сами будут понимать, как изменять. Я надеюсь, что у нас изменится к лучшему. Во всяком случае, сейчас вот в Кыргызской академии образования у нас все специалисты Кыргызской академии образования, все прошли обучение в этом направлении. Мы все прошли через экспертизу и разработки стандартов. То есть мы уже говорим на одном языке. И наши учителя могут и эксперты, специалисты районных отделов образования, они могут выйти на сайт, они уже могут с этим, с документом поработать и посмотреть. То есть изменения большие происходят. Другое дело, что это очень трудно, когда это дойдет до самих учебников. Но, надеюсь, сейчас с этим работает и Министерство образования в том числе.